В декабре 2019 года вступил в силу федеральный закон номер 485. С того момента в каждом субъекте России приступили к ликвидации и реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий, находящихся в условиях конкуренции. Темпы работы в этом направлении, по мнению экспертов антимонопольной службы, в нашем регионе оставляют желать лучшего. Прояснить ситуацию решили в региональном управлении, организовав брифинг, на который отправилась наша съемочная группа. Изменения в федеральном законе о защите конкуренции в отношении государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках обсудили на брифинге УФАС. В чем суть поправок, журналистам поведал руководитель ведомства. В соответствии с законодательством, которое вступило в силу в прошлом году, унитарные предприятия должны быть реорганизованы в форме либо акционирования, общества ограниченной ответственности, либо каких-то социально значимой сферы, либо вообще они должны уйти с рынка, то есть ликвидация полная. С чем это связано? То есть все унитарные предприятия, практически подавляющее большинство унитарных предприятий на территории, допустим, Республики Ингушетия являются убыточными. Процесс реорганизации в нашем регионе нельзя назвать динамичным, хотя все необходимые меры предприняты, определен план мероприятий, который претерпевает процедуру рассмотрения. Все субъекты Российской Федерации такой план уже составили, за исключением нашей республики. Поэтому уже второе письмо в правительство написали. Надеемся, что в ближайшее время все-таки план реорганизации у нас тоже будет принят. И согласно этому плану реорганизация пойдет. Мы также надеемся, что реорганизация будет не до 2025 года, а в ближайшее время. Потому что в краткосрочной перспективе, допустим, может быть, это немного сложно, сложности возникнуть с этим, но в долгосрочной перспективе, как в мировой опыт показывает, да и опыт нашей стороны, это даст дополнительное развитие вообще экономики нашей республики. В ходе брифинга представителям СМИ рассказали о том, какие МУПы и ГУПы смогут продолжить свою деятельность, кто входит в список исключений и как изменения отразятся на экономике региона. Любая реорганизация, она должна проведена очень аккуратно, потому что там очень много людей работает, это немалый кусок экономики нашей республики, если нашу республику брать, поэтому, естественно, все должно быть выверено. За последние годы количество унитарных предприятий увеличилось в 2 раза. Выходя на конкурентный рынок через определенный период, они монополизируют частный бизнес, что приводит к его уходу из различных сфер деятельности, где он мог бы развиваться. Федеральная антимонопольная служба предлагает запретить создавать унитарные предприятия на конкурентной основе. Мадина Аздоева, Малский Гиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.